Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 7 ноября 2020 года. Это суббота. Посмотрим, какой это будет день. Семерка пиковая выпадает. Карта говорит о том, что сегодня будет очень важный день в плане общения, в плане информации. Мы сегодня можем заниматься любыми бумагами. Это может быть оплата счетов, это может быть покупки. Мы можем постоянно с кем-то переписываться, созваниваться. Да? То есть вот здесь вот как-то энергетически идет такой обмен информацией, и мы можем тут писать, звонить, слова выходят на первый план. И, конечно, по этой карте очень часто бывает так, что мы получаем какие-то бумаги очень важные, ну, допустим, оформляли паспорт, да, получаем, или, допустим, защищали диплом, получаем бумагу, да, то есть какое-то подтверждение, то есть бумага как подтверждение чего-то. Ну и, конечно же, здесь могут быть сделки разного рода, купли-продажи, да, и когда мы получаем на руки как раз вот бумагу, которая вот показывает, что мы владелец, допустим, да, или наоборот, что мы продали что-то. В общем, здесь бумага очень важна. Давайте посмотрим, что будет помогать. Восьмерка трефовая. Но здесь взаимодействие с чиновниками, взаимодействие с людьми высокопоставленными, следование закону. И еще, если какие-то большие планы у вас были, большие покупки, да, то здесь вот тоже все будет очень хорошо реализовываться. Также карта может говорить о том, что если вам сегодня откажут в чем-то, да, в подписании какой-то бумаги, то только вам это на благо. То есть если отказывают, значит вам это и не нужно. Что будет мешать? Девятка червовая. Будет мешать, когда мы разбрасываемся, да, хотим везде успеть, когда мы пытаемся вместо того, чтобы закончить какие-то дела, переключиться на новое. Вместо того, чтобы там заплатить, допустим, по каким-то счетам, мы можем покупать себе что-то, ну, в общем, не закрыв одно дело, да, начинаем что-то другое. И сегодня еще желательно бы очень внимательно относиться к новым знакомым. Могут быть какие-то знакомства не очень благоприятные для нас. Перемены, которые сегодня происходят, они нам не на благо. Вот лучше сегодня что-то заканчивать, то, что мы уже начали, да, какие-то цели, задачи доводить до конца, чем начинать что-то новое. Давайте посмотрим отношения. Те, кто в поиске отношений своего партнера, семерка трефовая. Но здесь, скорее всего, не будет того, что вы хотите, да, либо встреча будет с человеком каким-то мелочным, вредным, с таким характером тяжелым, да, либо здесь просто не до встречи, как будто бы много работы, много каких-то сложностей, может быть, много какого-то раздражения, усталости. Нужно просто отдохнуть, привести себя в порядок, а потом уже только думать о знакомстве. Для тех, кто в паре, король бубновый, но здесь очень хорошее время для того, чтобы вместе провести день. Допустим, поехать к воде, к речке, к морю, у кого есть возможность, да, или, может быть, отправиться вот всей семьей там в магазин, какие-то покупки сделать важные, заключить какое-то важное соглашение, контракт подписать, сделку какую-то оформить, купли-продажи. Вот это все очень даже хорошо сегодня. Также карта может говорить о том, что сегодня, если, допустим, вы чего-то боялись, боялись рисковать, боялись, что не получится. Вот сегодня как раз вот может что-то такое получиться. Но это как бы ваше общее дело, это ваше общее имущество, собственность, это ваши общие деньги, это ваше общее времяпровождение, да. Вот, если смотреть все-таки на карту, которая у нас на начало дня легла, да, вернее, на день, карта дня, то можно сказать, что вот будут какие-то важные документы сегодня зарегистрированы, оплачены, да, и так далее. Для тех, кто в ссоре, давайте посмотрим.
Валет червовый. Но здесь смело можете мириться. День прекрасный подходит для того, чтобы вы договорились обо всем. Да, это вот прям сама любовь. Работа. Для тех, кто работает в субботу и ищет себе новую работу, десятка трефовая, могут встретиться сегодня люди, которые могут вас порекомендовать, да, или могут как-то позаботиться о вас вот в этом плане. Они могут повлиять на финансы, на зарплату, которую вам назначат. У них есть связи с руководством, там, администрацией и так далее. Вот точно сегодня есть такой человек. Нужно сегодня обязательно обращаться, звонить, писать, спрашивать, да, у близкого окружения, нет ли таких людей, у них знакомых. Для тех, кто работает, шестерка бубновая, отличный день для того, чтобы какие-то положительные результаты получать. Если, допустим, на сегодняшний день запланировано что-то важное, обязательно все будет очень успешно. И еще здесь могут быть какие-то сложные ситуации, непредвиденные, но обязательно все хорошо закончится. Так, что еще здесь можно сказать? Можно сказать, что какие-то новые возможности приходят по работе, новые люди могут быть, новые заказы. Так, ну просто вот как-то везет сегодня и все. А для тех, кто своим делом занимается, восьмерка бубновая, тоже очень удачный день для вас. Это карта решения проблем. Если что-то было сложно, да, не решалось, тормозилось, топорилось, то здесь вот все решается наконец-то. Заканчивается какой-то важный проект, какой-то отчет, какие-то выплаты приходят. В общем, любая трудная ситуация разрешается, причем очень быстро и неожиданно, скорее всего, для вас. Могут вмешиваться люди какие-то, как бы очень значимые вот в вашу жизнь, в ваш день и помогать решать вам вопросы. И вообще карта какого-то значимого события сегодня. Финансы для тех, кто на зарплате. Восьмерка червовая. Все финансы уходят на дом, на семью, на детей, на приобретение самого необходимого, закупку продуктов. Ну и здесь, конечно, деньги общие, семейные. Для тех, кто своим делом зарабатывает, туз червовый, туз червовый. Но карта говорит о том, что сегодня очень важные какие-то события происходят в ваших финансах, и, скорее всего, это связано с какими-то мужчинами, да, это клиенты, это могут быть какие-то партнеры, вот. Мужчина, который вот сегодня как-то вмешивается в ваши финансы, это как раз вот благотворное влияние. Также по этой карте очень часто происходит сделка, крупная сумма денег приходит. Может быть, знаете, как вот по сарафанному радио о вас передают информацию, к вам приходит клиент, и вы зарабатываете здесь хорошо. Какие-то планы финансовые реализуются. Здоровье. Еще один туз. Ну, день, конечно, очень такой хороший, сильный, энергетический. По здоровью очень много эмоций, очень много, знаете, такого внутреннего желания расслабиться, отдохнуть, и это нужно сделать обязательно. Позаботиться о себе, позаботиться о своем комфорте. Вот, может быть, выспаться обязательно, да. Здесь вот карта, когда, если вот накопилось что-то на душе, нужно выговориться, чтобы близкие люди выслушали обязательно, не загонять внутрь себя. Потому что в ином случае, если мы накапливаем усталость и раздражение, здесь может быть психосоматика. И также эта карта еще связана с водно-солевым обменом, да, то есть достаточно пить воды нужно, в меру соли и так далее, то есть какие-то продукты употреблять такие вот простые, да, без особых изысков, то есть чтобы организм восстанавливался, чтобы не тратил слишком много сил на переваривание пищи. Так, ну и эмоции, конечно, слишком сильные эмоции, их нужно как-то перенаправлять. Так, по этой карте очень часто бывает, что мы можем
как-то злиться, раздражаться. Вот если есть такое внутри, то желательно переводить эти чувства, эмоции в положительное русло. Каким образом? Заботиться начать о ком-то. То есть, когда вы что-то хорошее кому-то делаете, вы забываете в этот момент о себе и получаете удовлетворение. Вот это очень положительно сегодня. По итогу дня выпадает валет бубновый. Карта, когда вот вы с плеч смахнули какую-то тяжесть, какую-то ношу. Это может выражаться абсолютно по-разному у каждого. Вот что для вас было тяжело, то вот в течение дня уйдет, и вы почувствуете облегчение. А также, может быть, кто-то придет к вам в дом, какой-то человек, которого вы вообще не ждали и не звали. Или, может быть, знаете, кто-то будет вмешиваться в вашу жизнь, в ваши дела. Ну, тогда вот лучше как бы не допускать этого. А может быть, вам придется сегодня принимать какое-то такое радикальное решение, которое повлияет на всю жизнь, и вы прям будете обдумывать эту ситуацию вечером. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!